Спасибо большое. Прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства. Я вас с этим поздравляю. Вы прошли через процедуру утверждения Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Хочу обратить внимание на то, что в ходе этих дискуссий с парламентом, с членами Государственной Думы наверняка не просто обсуждались кандидатуры, наверняка говорили о состоянии отраслей, о том, что и как с точки зрения депутатов Госдумы нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы. Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации. Кстати говоря, вы знаете, правительство обновилось, у нас новых появилось 6 министров, из них 4 пришли из регионов Российской Федерации. Это люди хорошо нам известные, с хорошим опытом, некоторые из них и с опытом работы в федеральном правительстве ранее. Теперь, поработав на территории, они приобрели еще больше опыта, знаний, чувства вот этой территории, где они работали, и территории вообще. И очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации для того, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом. В то же время рассчитываю на то, что и руководство правительства, и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно. У нас много задач, и мы с вами отработали практически все, что мы должны сделать в ближайшие 3 года, но не только. Мы договаривались также о том, что мы будем выстраивать нашу работу на 6-летку, и прошу об этом тоже не забывать. В короткие сроки нужно принять необходимые кадровые решения на уровне министерства и ведомств, с тем, чтобы команда была полностью сформирована и уверенно и эффективно работала бы. По представлению председателя правительства Российской Федерации мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, отработали достойно. Я думаю, что это правильное решение. Хочу вас поблагодарить за эту работу и поздравить с государственными наградами. Ну и завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве Российской Федерации. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках, для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены, они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского. Вот то, что хотел бы сказать, собственно говоря, времени много у вас не займу. Если есть необходимость и желание что-то добавить, прошу вас. Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Ильич, уважаемые коллеги, в первую очередь, Владимир Ильич, хочу вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с вами обсуждали, были одобрены. Сегодня уже финал был парламентариями. И впервые в соответствии с Конституцией прошли, как вы сказали, все соответствующие процедуры. И здесь хочу сказать, что эта процедура повышает уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной властями. Такую делает открытость, когда мы видим в том числе от парламентариев ту обратную связь от людей, о которой вы всегда говорите. Состав правительства, Владимир Ильич, вы знаете, в целом сохранился, был укреплен за счет губернаторского корпуса, и это тоже очень важно, это позволит нам обеспечить, с одной стороны, преемственность тех государственных программ, национальных проектов, которыми мы занимались, с другой стороны, та обратная связь, которую
здесь принесут коллеги из региона, очень важна. Основная задача для нашего правительства – это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием. Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации – это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, в ближайшее время нам предстоит определить финансовое обеспечение наших планов, механизмов поддержки российских семей, граждан, бизнеса. Ну, в общем, вы все понимаете, о чем я говорю. Мы работали с вами над этим на протяжении почти всего предыдущего года, ну, как минимум 6-8 месяцев, а может года. В целом все понятно, но тем не менее, если есть необходимость что-то донастроить с точки зрения определения источника финансирования, надо это сделать как можно быстрее. Всем желаю всего самого доброго и поздравляю вас с началом работы в новом составе правительства. Всего хорошего.